В Москве впервые прошел форум секретарей местных отделений партии «Единая Россия». С инициативой его проведения выступил лидер партийного движения Дмитрий Медведев. Основными темами стали предварительное голосование перед выборами в Госдуму и принятые поправки в антикоррупционное законодательство. На широкомасштабном мероприятии присутствовал и наш корреспондент Лада Белкания. Всероссийский форум местных отделений партии «Единая Россия», который, кстати говоря, в этом году проводится в первый раз, уже стал самым массовым партийным мероприятием, собрав под одной крышей 3000 участников. На дискуссионных площадках обсуждалось проведение первого в России общефедерального предварительного голосования в новом формате, а также принятые в конце октября поправки в антикоррупционное законодательство. Напомним, что они включают в себя запрет для депутатов городских округов и муниципальных районов, работающих на постоянной основе, депутатов того же уровня, занимающих руководящие должности в представительных органах власти и глав администрации, на владение иностранными счетами и финансовыми активами. Республику Ингушетия представляла делегация из 8 человек, среди которых секретари местных отделений партии и руководители исполнительного комитета. Представители самого молодого субъекта Российской Федерации приняли активное участие в дискуссии и вывели на обсуждение ряд интересных вопросов, касающихся законопроектов, принятых для борьбы с коррупцией. По завершению форума представители местного отделения партии «Единая Россия» в нашей республике высказали свою точку зрения на предстоящей праймерис и о впечатлениях о форуме в целом. Конечно, по самой открытой первой модели процедуру мы не проводили, но я думаю, тот опыт, который региональным отделением наработан на протяжении этих лет, позволит нам в 2016 году успешно решить поставленную перед нами задачу. Кульминацией форума же стало выступление председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, который подчеркнул, что в предвыборную программу партии будут включены предложения, наиболее востребованные избирателями. Председатель партии отметил, что «Единая Россия» обязана доказать, что способна выполнить все взятые на себя обязательства даже в условиях бюджетных ограничений. Медведев назвал обязательным для кандидатов в депутаты от «Единой России» участие в предвыборных дебатах. Подчеркнул, что они должны вестись корректно. Никаких договорных списков со своими людьми на праймерис «Единой России» не будет, сказал глава правительства. Все участники праймерис от «Единой России» должны будут отчитаться в том, что у них нет иностранных активов, сообщил лидер партии. Также председатель правительства Российской Федерации заявил, что необходимо исключить всякую возможность использовать репутацию и ресурс правящей партии в своих интересах. Не забывайте, коллеги, «Единая Россия» – это народная партия, это политический ресурс президента, это партия, которая сформировала правительство, и во главе этого правительства, как вы знаете, стоит председатель партии. Вот почему никто не вправе использовать ресурсы и репутацию «Единой России» в личных интересах. Согласно принятому на октябрьском заседании Высшего Генсовета в «Единой России» проекту положения о праймерис, они будут проходить одновременно во всех регионах по единой форме. Голосование при этом будет тайным. Проголосовать за кандидатов смогут все активные граждане вне зависимости от партийной принадлежности. Кандидатам, уклоняющимся от дебатов, будет запрещено участвовать в думских праймерис 2016 года. А в одномандатных округах не будет кандидатов даже с небольшой судимостью. Кроме того, руководящие органы партии, скорее всего, не будут предлагать кандидатов. Участие будут принимать самовыдвиженцы и кандидаты от общественных организаций. По мнению политолога, в результате праймерис повысится не только конкуренция в рядах «Единой России», но и качество работы депутатского корпуса. Насколько верны эти прогнозы, покажет время. Но самое главное, чтобы наша Россия оставалась единой. Лада Белкания, Осман Маматиев, Вести Ингушетия.